Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Чего вы еще не знаете, но должны узнать. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, чего я еще не знаю, но что мне нужно именно сейчас узнать. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Ну давайте пойдем по порядку. Чего вы не знаете? Вы не знаете, что какой-то человечек готовит для вас просто грандиозный сюрприз. Сюрприз, подарок, какое-то действие будет совершать ваш адрес. Это то, что вас порадует, удивит, ну и действительно заставит верить в чудеса. Ведь именно от этого человека вы меньше всего ждете. Человек с вами рядом, либо на расстоянии, это не важно. Важно, что человек вступает в какую-то активную фазу, и прям его невозможно остановить. Не остановить, не удержать. Вот он к вам стремится, к вам идет, летит, бежит, я не знаю, там скачет и ползет. Причем не пустой. Уже что-то приобрел, либо будет приобретать. Тут от этого человека вам идет удовольствие, праздник жизни. Да, он вашу жизнь окрасит во все цвета радуги. Целый спектр эмоций идет от этого человека. Плюс вы смотрите, как вы с ним за руки держитесь. Но это же союз, это же про любовь, это же про счастье вдвоем. Вот что идет. Вот, мои хорошие, вы дождались, оценит вас человек, уже оценил, полюбит, уже полюбил. То есть все, что вы хотели, все, что вы мечтали, вот в принципе, да, вот получить от человека рядом, вы все это получите. Все это получите, все это вас будет очень радовать, несомненно будет радовать. Так, мои хорошие. Кстати, кто ждет человека, ничего о нем не знает, либо о ней, разные ситуации, да, разные зрители меня смотрят. Человек вот в ближайшие несколько дней либо весточку даст, либо объявится с какими-то добрыми вестями. Вот он себя проявит, да, сообщит о себе. Может быть, даже не конкретно он, может быть, о нем кто-то сообщит вам хорошие, добрые и приятные вести. И вот ваши страхи, ваше вот это напряжение эмоциональное, оно уйдет. Уйдет, вы сначала успокоитесь, а потом порадуетесь, когда этот человечек вернется, ворвется в вашу жизнь вот прям с праздником ворвется, с фейерверками, с воздушными шариками, там, с цветами и с подарками. Прекрасная ситуация. Кстати, кто-то пережил недавно вынужденное расставание. Да, то есть вы не хотели расставаться, у вас были планы, что-то вы собирались вместе делать. И так судьба повернула, что вам пришлось расстаться. Может быть, вы, кстати, уже какой-то определенный период не виделись. Человек возвращается. И та проблема, какая его толкала на то, чтобы уйти, там, уехать, да, она прекращает существовать. То есть у вас как двойной праздник. И человек вернулся, и проблема ушла. Да, теперь вам нечего опасаться. Так, мои хорошие. Идет восстановление какого-то порядка. Порядок. Может быть, в семье что-то не так пошло, может, между родственниками, может быть, в месте, где вы проживаете. Что-то было, ну, не по совести, не по чести. Отношение какое-то было дурное к вам, либо к вашим близким. Может быть, вы даже пострадали от каких-то событий, либо от каких-то людей. Здесь будет порядок, все вернется на круги своя. Мало того, вы... но очень похоже на какую-то компенсацию. Либо материальная компенсация пойдет, либо моральная компенсация, да, идет удовлетворение. То есть все спокойно, все прекрасно. Можно выдыхать, можно успокаиваться. Живем и, скажем так, не дергаемся.
Вот. Если речь идет о семье, ну, может быть, были конфликты в семье, может быть, какие-то неурядицы происходили в вашей семье, будет выявлен зачинщик всех этих беспорядков, и к этому человеку будут, ну, суровые меры принимать, да, члены семьи. Тут, как, знаете, может даже изгнание, да, так и скажут: уходи отсюда, не хотим мы с тобой общаться, тебя знать, ты тут смуту нам всем вносишь. Восстановление, налаживание, и прям такое, знаете, благодатное время идет для вас. Так, кому-то, я вижу, помощь будет оказана. Помощь достаточно солидная. Не могу сказать, кто оказывает, но очень справедливая помощь будет. Именно справедливая. Не обидят вас. Не обидят, причем будьте поаккуратнее, потому что вам вот 100% помогут, даже, я не знаю, 200 помогут, а людям в похожей ситуации, как вы, к сожалению, ну, помощь будет там либо минимальная, либо совсем не будет оказываться. И даже самые, вот, знаете, как заядлые друзья могут обзавидоваться, а это нехорошо, это ой, как нехорошо. Зависть – это такое ужасное чувство, оно прям хуже ненависти, оно разрушает, оно выедает, знаете, такой коррозией, все внутри выедает. Если вы получаете помощь, никому о ней не говорите. Просто не говорите. Либо о масштабах, об объемах этой помощи. Молчите. Спросят, как у всех, как и тебе, да, как и всем. Такими фразами лучше отвечайте. Ну, чем это опасно, я уже сказала. Да? Зависть – это очень сильное чувство. И плюс человек из друга может очень быстро перейти в стан врага и недоброжелателя. Зачем вам лишние вот эти вот враги? Сохраняйте тех друзей, приятелей, которые есть. Молчите, и все. Все. Как у всех, как и у тебя. Да ничего, как обычно. Да? Ну, дали чуть-чуть, ну, помогли чуть-чуть. Ну, не жалуюсь, да? Так говорите. Поверьте, лучше поступать именно так. Дальше, мои хорошие, у кого-то служебный роман, причем служебный роман какой-то странный. Мужчина вот странно себя ведет. Да? Если смотрят меня женщины, если смотрят меня мужчины, то переворачивайте на себя. Человек вас то приближает, то отталкивает. Приближает, отталкивает. Какую-то вот как игру играет. Человек сам по себе непростой, хитренький человек. Плюс, скорее всего, человек либо под магией какой-то находится, да, его как волнами накрывает. Вот идет эта магическая волна, вот раз под колпак его взяли, он становится как чужой, холодный, отталкивает. Волна эта сошла магическая, все, более-менее как отрезвел, вернулся в себя, без вас жить не может, к вам бежит. Вот у кого такая ситуация, здесь нужно будет принимать конкретные меры, причем ну, тут и чистки, и снятие, и обереги на этого человека, и на ваши отношения. Это все нужно делать, потому что человечка жалко, жалко. Могут так, знаете, испортить, и все, сойдет на нет. И болеть будет, и пить будет, и всякие несчастные случаи будут происходить с этим человеком. Вам вот не случайно выпал шанс попасть на мою отсыпку, вы должны были это услышать и узнать. Надо помогать. Хотите быть с этим человеком, да, просто по-человечески, да, вам жаль, например, вы не хотите, чтобы с этим человеком плохое что-то произошло, тогда помогайте, помогайте, снимайте. Этот негативчик нужно убирать. Откуда идет этот негатив? Да кто-то его подкармливает, либо подпаивает чем-то, что-то ему подмешивает, мои хорошие, он что-то потребляет. Человеку действительно что-то дают постоянно. Надо поговорить, надо прояснить. И, конечно же, чтобы человек отказывался употреблять в том месте, либо от того человека, может, там он не свободный, да, его там подкармливают, подпаивают. Я вижу, что у вас получится, я вижу, что вы сможете этого человечка спасти и, как следствие, наладить свои отношения с ним. То есть у вас улучшение пойдет. Как избавитесь от этого влияния магического, так и все нормально у вас будет. Все будет хорошо. Так, кто ждет у меня повышения на работе? Повышение, вот все ждете, оно не происходит. Ждете повышения зарплаты, а не дают. Даже еще могли сокращать, там, подрезать что-то могли.
Ждете вы должности хорошей, а приглашают совершенно чужих людей. Вот. Смотрите, что произойдет. Я вижу, что вы психанете, я вижу, что вы начальнику все выскажете, а он просто обалдеет, либо она обалдеет. Кто-то на вас наговаривал, и кто-то вот от вашего имени, ну, либо прикрываясь вашим именем, отказывался. Вы представляете, там какая-то ужасная ситуация. То есть, возможно, хотели повысить вас, а ваш непосредственный начальник говорит: нет, она не хочет, у нее не получится, у нее там дети, семья, не справится, да, говорит: не хочу. И вот этот вышестоящий и верил. Либо наоборот, да, какие-то проблемы были, сказали, что это вы. Что вот у вас спросили, что вы признали, что это вы эти проблемы создали, вот, раскаялись, вас простили и оставили на рабочем месте. А начальник и думает, что вы во всем виноваты. Какая-то невероятно грязная история, но это все раскроется. Все раскроется. Мои хорошие, по поводу того, что будет дальше. Ну, во-первых, будут наказаны те, кто виновен в этой истории. Во-вторых, ваш начальник будет чувствовать себя виноватым перед вами, что он с вами не поговорил, но доверился вот этим интригантам, доверился тем, кто врет. Врет прямо и не краснеет. Просите все, что хотите. Вот прям так и скажет: проси у меня все, что хочешь. Я перед тобой виноват. Я должен был, как руководитель, тебя позвать, с тобой лично поговорить, все это выяснить, прояснить, и потом уже принимать какие-то решения. Вот как вам откроется сердце этого человека. Тут видите, как и чувство вины поможет, и действительно восхищение вами, да, что вы вот такой человечек, который пережил все эти гонения, пережил такую несправедливость и так долго терпел, ничего никому не говорил. Вот так вот, мои хорошие. Так, кто у меня работает сам на себя, либо каким-то делом занимается? Идут какие-то серьезные перемены. Серьезно, очень серьезные перемены. Почему-то мне так показали 50 на 50. 50 у меня выигрывают, 50 у меня, ну, как в пролете оказывается. Я не знаю, может быть, это все будет зависеть от стран, где вы проживаете. Может быть, будет зависеть от того, чем вы занимаетесь. Кто у меня все потеряет? Потому что я вижу людей, которые потеряют. Вы уже сейчас чувствуете это, вот как надвигается. Возможно, что вам придется отказаться от вашего бизнеса и переключиться на другое дело, да, на другую отрасль. Либо, скажем так, закрыть бизнес, пойти работать на кого-то, на предприятие, например, пойти работать. Ну, либо освоить новую профессию. Значит, ничего не бойтесь. Если уходит, значит уходит. Значит, это было не ваше. Понимаете, не ваше. Здесь вот очень четко показали, что судьба каждому даст свое. Может быть, если бы вы дальше остались в этом бизнесе, вы бы просто вот каждый день страдали, видя, как у ваш, ну, этот бизнес, ваше дело, ну, загинается, да, сворачивается, скукоживается и превращается, ну, просто в прах. Вот. Это очень травмирующая ситуация, это болезненно, это никому не нужно и никому этого желать не стоит. Вот. А здесь как-то резко все, да, резко, не по вашей вине, не по вашей воле становится блок. И вы говорите: ну вот, все, блок. Я не могу обойти этот блок. Не, ну я, конечно, могу там как-то подпольно чем-то заниматься, но это, во-первых, и опасно, и неприятно, и доходы, они же просто такими минимальными и смешными становятся, что не стоит. Значит, вы будете менять, вы будете переходить на другие работы, на другие виды деятельности, искать себе работы. У вас с этим проблем не будет. Совершенно не будет. Вы очень быстро себя найдете в другом деле. И именно там, в другом деле, либо работая на кого-то, вы добьетесь серьезных успехов. И финансовых, и морально будете удовлетворены полностью. Вот так произойдет. У другой же половины я вижу, наоборот, подъем и прорыв. Вот действительно прорыв. Был какой-то потолок. Вы не могли двинуться дальше, но очень хотелось. Вот этот потолок, он пробьется. Пробьется, для вас откроется небосвод, и вы туда полетите к звездам. Это очень классная ситуация. Вам пришло время сиять, превратиться в звездочку, быть в небожителя и сиять. Вот так идет. Кто из вас кто, я не могу сказать. Но вижу, что никто не будет обижен судьбой. Хотя в первом варианте, да, будут, конечно, вопросы и
Понятно, неприятное дело вашей жизни, да, закрывает какой-то человек своим там решением, либо распоряжением, уж не знаю, как там у вас придется. Но, тем не менее, знайте, что это все равно к лучшему. Это к лучшему для вас, и в будущем вы все это поймете. В будущем, да, будете вспоминать и думать, ох, действительно, если бы я продолжала свое дело, там, свой бизнес, непонятно, чем бы это закончилось, где бы я сейчас была. А вот сейчас я сижу, у меня карьера, у меня спокойная жизнь, я там 8 часов работаю, иду дальше там по своим делам, развлекаюсь, живу активной полноценной жизнью. А раньше 24/7, без отдыха, без продыху. И какая там жизнь, Господи, одни муки. Да, так у вас идет. Так что, кто вдруг столкнется с такой ситуацией, не расстраивайтесь. Знайте, что это к лучшему. Так, кого-то принудят учиться. Принудят вас обстоятельства. Не пугайтесь. Может быть, вы уже чем-то занимаетесь. Может быть, как знаете, сами для себя, там, самоучка, самородок. Вот, чем-то вы занимаетесь. Вам предстоит учиться. Учиться либо для того, чтобы, ну, я не знаю, получить лицензию, да, на этот вид деятельности, либо для того, чтобы действительно улучшить процессы, качество, да, вы будете учиться. Учеба у вас будет, ну, такой, знаете, серьезной, такой прям, времени много будете на это тратить. Учителя у вас очень хорошие, преподаватели очень хорошие будут. Учитесь, мои хорошие, не отказывайтесь, учитесь, поверьте, это для вас во благо. Это то, что вам в будущем очень сильно поможет. Это то, на что вы будете опираться, понимаете, опираться будете. Даже если это затратно, то есть вам придется потратиться, все равно учитесь. Все окупится, все окупится. Так, кто-то у меня, ну, уже в таком серьезном возрасте будет осваивать какую-то сложную технику. Ну вот, что мне приходит в голову, это автомобиль, мотоцикл, может быть, какие-то необычные инструменты. Чем-то вы будете вот прям увлечены. Вы этого боитесь, вы все думаете, надо, не надо, стоит, не стоит. Да, вот, и как и хочется, и колется. Придется. Вот придется, и все. И ничего не бойтесь, ни о чем не думайте. Все получится, все вы освоите. Прям, знаете, как отскакивать от вас будет. Если говорим про вождение, неважно, автомобиль, мотоцикл, может быть, там какой-нибудь катер, будете лучшей. Лучшей, и тут без всяких там аварий, без всяких нарушений правил, в удовольствие пойдет. Да. Если говорим про какое-то оборудование, какие-то сложные девайсы, машины, я не знаю, что это может быть, но аппаратура какая-то, да, поверьте, это с виду вас настораживает, пугает, а разберетесь, еще других будете учить. И причем очень успешно будете учить. Так, какая-то не очень приятная особа, не очень приятно, вас куда-то пытаются втянуть. И вы уже на 95% согласны, а кто-то почти на 98%. Буквально остался последний штрих. Вот вам, мои хорошие, будет предупреждение, очень четкое такое предупреждение. Может быть, вы увидите сообщение об этом человеке, его дискредитирующее. Может быть, вам сон приснится, там, где этот человек предстанет в каком-то облике нехорошем. Может быть, вам кто-то что-то об этом человеке скажет. Вот прям в последний момент вас предупредят, что с этим человеком связываться не стоит. И с этим человеком вести дел не стоит. Потому что если вы с этим человеком свяжетесь, вас ждут разочарования и денежные потери. Вот, мои хорошие, доверяйте своей интуиции, учитесь читать знаки, которые посылают нам высшие силы, которые посылает Вселенная. И прислушивайтесь к людям, которые дают вам советы. Причем советы толковые, мои милые. Так. Здесь какая-то девушка постоянно переживает за мужчину. Почему-то ей кажется, что мужчина, ну, не вернется к ней, да, по какой-то причине мужчина был вынужден уйти. И она теперь очень сильно страдает. Думает, что это все конец. Конец, и продолжения не будет. Может быть, он вынужден был уехать. Может быть, там на работу куда-то в другой город устроился. Какие-то муки, душевные муки, сердечные муки девушка переживает. Девушка, не переживайте, пожалуйста. Не переживайте, моя хорошая. Смотрите, этот мужчина, он, во-первых, уйдет ненадолго. Он обязательно вернется.
И вот эта разлука вынужденная, она очень хороший стимул. Стимул для этого человека. Он у вас, кстати, очень застенчивый и нерешительный. Вот, или безответственный, да, у кого-то и так отыграется. А вот именно эта разлука его простимулирует очень хорошо. Ушел раздолбай, а вернется прям мужик мужиком, такой серьезный, стабильный, ох какой. Вот, и все у вас будет хорошо. По-новому и хорошо у вас будет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.